Вот скажите, нас вот не интересует, по закону, если прописано, что исключены, вы имели право давать по старым правилам? Если по новым правилам, по новой методике данный пункт 8 был исключен, вы имели право давать, что это легкий вред здоровью? Я так еще раз говорю. Не надо мне практику. Есть закон. Был исключен, но не было никаких дополнительных пояснений к 8 пункту. Вот 8 пункт вы сейчас предоставили, неизвестный документ. Здесь также 8 пункт также указано. Такие повреждения, как ссадина, кровопотек, не влекущий за собой кратковременное расстройство здоровья, расцениваются повреждения, не причинившие вред здоровью человека. То есть, что он исключен был, что какие-то вам разъяснения дали. Вы не могли давать оценку легкий вред здоровью. Почему вы дали? Если этот пункт исключен. Я только что сказал, мы давали по общей согласованности по всему филиалу, все эксперты, вот так. Было собрание. То есть вы все нарушали закон, да? Свою методику? Все, он ответ дал. Есть еще вопрос? Да. А что вы скажете на пункт 9 методики? Что она в старой редакции, что она в новой редакции, что в редакции 2016 года, что в редакции 2021 года. Пункт 9 гласит: ушиб мягких тканей, понятие клиническое и не отображает морфологическую картину конкретного повреждения. В скобках указано, например, именно ссадина, кровопотек, рана и тому подобное. В связи с чем судебной оценке, медицинской оценке не подлежит она. Что вы скажете по этому пункту 9? Как раз ссадин касается и ушибов, к ушибам относятся и гематомы. Нет, синяк. Наоборот, они не относятся. Ну нет, вы мне скажите, вот в 9 пункте, еще раз поясняю. Ушиб – это клиническое понятие. Когда врачи обследуют человека, потерпевшего, они, когда не видят повреждения, но признаки боли, ограничения движения, тогда врач пишет просто ушиб, например, такого-то области или сустава. Вот в таких случаях, когда в диагнозе указано ушиб в таких мягких тканях, мы во внимание не принимаем, так как это не повреждение. Вот теперь послушайте внимательно. 9 пункт гласит: ушиб мягких тканей, понятие клиническое и не отображает морфологическую картину конкретного повреждения. В скобках указано, например, это к ушибам относится ссадина. К ушибам они не относятся. Вы, наоборот, внимательно Уважаемый суд, прочтите. я не знаю, человек правил, методик своих не знает. Я хотел бы на обозрение представить. Пункт 9, это и в новых, и в старых правилах. Здесь как раз указывается ушиб, и в скобках указывается, например, ссадины, кровопотеки и так далее, раны. Хорошо, вопрос какой у вас? Вот вопрос. Вам показать, да? А не надо, я понял. Почему при наличии, вот вы Ахметову, вам представила справку по Ахметову, зачитаю. На обозрение справку вы расписываете в выводах своих. Представлено в медицинском документе на имя гражданина Ахметова ЖС 29 октября 1989 года рождения имеются телесные повреждения. Гематома на левом глазе, ссадина на спине, которые могли образоваться от действия тупого, твердого предмета и квалифицируются как легкий вред здоровью. Поясните, вот сочетание с пунктом 9, в котором указано методики, в котором указывается, что ушиб мягких тканей, понятие клиническое, и, например, ссадина, кровопотек, раны и тому подобное, не оцениваются, то есть они судебно-медицинской оценке не подлежат. Почему вы дали легкий вред здоровья? Давайте вот 9 пункт я объясню конкретно, для вас прочитаю. Ушиб мягких тканей клиническое. Оно не отображает конкретному повреждению. Вот там так написано. В скобках прочитать, что там написано. Например, ссадину, рану, кровопотеки. Это конкретные повреждения. Там пишут, ушиб мягких тканей не отображает морфологическую картину конкретного повреждения. А Это значит, они не конкретные повреждения. Если были бы ссадины, гематома, раны, тогда это как повреждение. Скажите, вы в какой школе учились? В русской, казахской? Так, давайте все.
считает. Вы считаете, Вот как... ушиб мягкой ткани. Уважаемый суд, ушиб здесь мягкой в ткани. своем заключении именно указал гематома на левом глазе, ссадины на спине. И в методике указано четко ссадины, кровопотеки и тому подобное, раны и тому подобному и относятся к гематомы, которые вот то, что вы сейчас предоставили, исключили, они не оцениваются как вред здоровью. Почему вы дали заключение легкий вред здоровью? Я Всё, только дальше что до этого всё хорошо. объяснил же. Понятно. Еще коротко повторите свой ответ. Вот ответ дайте на его вопрос, адвокат. Почему? Коротко подытожьте свой ответ. Много что сказать. Вот это дополнение, которые ссадины, кровопотеки в настоящее время не оцениваются, они были внесены в методику в 2024 году, 13 июня. Хорошо, вы проводили экспертизу 4 июня. Почему вы, как, ясновидящие, чтобы увидеть, что 13 июня происходило? Вы 4 экспертизу проводили, 4 июня. Как вы могли дать при исключении пункта 8 дать заключение легкий вред здоровью? Поясните. Все, ответ он дал уже. Еще есть вопросы? Пожалуйста, не надо повторять. Да, скажите, пожалуйста, вам на экспертизу какие документы были предоставлены? Если у вас есть заключение, откройте, пожалуйста, 8688 номер от 04.06.24 года в отношении Натилаева. Он лист можете подсказать? Да, пожалуйста, 42.61. Прочтите, пожалуйста, у меня нет У этого. вас нету этого заключения. Хорошо, уважаемый суд, можно, да? Так, заключение эксперта 21.05.24 года в Институт судебных экспертиз по городу Алматы на основании постановления сотрудника следственной группы старшего помощника генерального прокурора РК, старшего советника юстиции. Ладно, не надо эти ситуации. Все хорошо. Прочитайте. На экспертизу предоставлены медицинские документы одна штука, протокол допроса на имя гражданина Натилаева Ербулата Амантаевича. Вот этот медицинский документ, какой медицинский документ вам был предоставлен? Медицинскую справку, наверное. Вот. Там дальше указано Вот. номер и это. Да. Вот, уважаемый суд, как раз вот эту фразу я и хотела услышать. На экспертизу, далее эксперт раскрывает. На экспертизу предоставлен медицинский документ из травматического пункта ГКП на ПХВ Карасайская центральная больница на имя Натилаева, из которого известно, что обслужен в травмпункте, вид травмы РУВД, дата получения 08.01. То есть, уважаемый суд, все медицинские справки, которые были составлены врачом Стадниковым, они у нас допрошены, эти все документы имеются в материалах дела. Сейчас 5 секунд разрешите, сидя, а то не открывается. Вот так вот. Каким образом эксперту были предоставлены заверенные копии справок Карасайской многопрофильной больницы и откуда они могли появиться у органов досудебного расследования? Если в материалах уголовного дела, которые у вас перед вами, эти справки вещественными доказательствами не признаны, выемка не произведена, к материалам уголовного дела не приобщены. Допрошены в зале суда врач Стадников и врач Абжанов, которые непосредственно с 7 на 8 января в здании СПА проводили осмотр доставленных лиц, сообщили, что данные о состоянии осмотренных лиц они писали на бумаге формата А4 и передали медсестре Алиевой из травматологического отделения для того, чтобы она переписала список. И помним возражения представителей потерпевших, которые возмущались тому, что почему на справках не были поставлены печати, почему они только были составлены на бумаге. Еще раз для суда поясняю, что эти справки, которые названы в одном месте справками, в одном месте медицинскими документами, вещественными доказательствами не признаны, к материалам уголовного дела не приобщены, однако в нарушении всех процессуальных норм были предоставлены эксперту. И на основании этих бумажек, извините за фривольность, были составлены судебно-медицинские заключения, которые на сегодняшний момент мы и исследуем.
И еще раз напоминаю, уважаемый суд, все постановления о назначении экспертизы, все результаты о ознакомлении, они миновали Абельбекова. Я прошу их все исключить из числа доказательств, потому что они все получены с нарушением конституционных прав подсудимого Абельбекова. Вопросы будут? Да, уважаемый суд. Вот, свидетель, скажите, вы проводили экспертизу, опять же, вот 18, из числа 11 экспертиз Жураева Анашера Отахановича. Это том 42, здесь дело 101. Так, в выводах вы вот дали заключение. В представленном медицинском документе на имя гражданина Жураева имеются телесные повреждения, ссадины на спине, которые могли образоваться от действия тупого твердого предмета и квалифицируются как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья сроком не более 21 дня. Как вы могли по одной ссадине дать легкий вред, если он не подлежит оценке? По одной ссадине. Нет, На эти вопросы я только что ответил, почему мы оцениваем легкий вред здоровью. Еще вопрос. по этим экспертизам нет, уважаемый суд. Остаюсь при этом, при мнении и ходатайствую вынести частное постановление на данного эксперта за ложные заключения специалиста, так как на тот момент действовали методика 21 года, который пункт 8 был исключен. Кроме того, пунктом 9 ссадины они не подлежали оценке как вред здоровью. Этот пункт 9 действовал как в старой методике 16 года, как 21. Представленный сейчас свидетелем один лист, неизвестно какой даты и что за это документ. Также указывает пункт 8, что ссадины и гематомы они не квалифицируют как причинившие вред здоровью. То есть они не противоречат тому пункту 8, исключенному пункту 8. По данным экспертизам пока вопросов нет, есть по экспертизе Якубова теперь. Так, касательно легкого определения легкого вреда здоровья. Вопросы есть? Да, один вопрос, уважаемый суд, к эксперту. Скажите, а для проведения экспертизы, судебной медицинской экспертизы, по этой справке достаточно этого документа, чтобы провести экспертизу? Да, экспертиза проводится по медицинским документам, представленным. Насколько я знаю, там эпикрисы должны быть, выписки со истории болезни. И карта больного должна быть. Достаточно тех документов, которые вам были представлены? Да. А вот адвокат, те документы, о которых огласил адвокат, они? Это нужны? история болезни, когда человек лечится в больнице, он про это же. Есть еще медицинские справки в травмпунктах. Есть? Пожалуйста. Да, уважаемый суд, разрешите. А вот которые вам справки были представлены, это были официальные медицинские справки с печатями, как положено. Или вообще никаких печатей, ничего, просто от руки написано и все. И неизвестно, кто их исполнил, и кому принадлежит рукописный текст и подпись. Медицинские документы представлены органам следствия. За достоверность их отвечает следственные органы. А на данный момент они с печатью, с подписью, я конкретно не помню. Эти документы мы обратно возвращаем органам следствия. Хорошо. Еще даже если вам копию справок предоставили, там не имелось печати и подпись врача, и даже какой врач сделал, вы могли дать какое заключение? Все медицинские документы принимает руководитель отдела. Если просто копии, следственный орган должен подтвердить, что это копия оригинала. А в большинстве случаев только принимают оригинал с печатями, с подписями врачами. Ну там не имелось, вы могли такое заключение дать? Там не имелось подпись врача. Там, стоп, там не имелось, вы не можете это утверждать. Если нет подписи
Да. врача, печати. В таком случае вы принимаете это к сведению при проведении экспертизы? Извиняюсь. Ну, в таком случае, если вот, не в данном, вообще в целом, если просто бумагу, Ну, без подписи, без печати. Еще раз говорю, медицинские документы принимает руководитель отдела. Все понятно, Он приняли, все, распределяет, приняли, вам да. отдали на экспертизу, Отдали, вы да. видите, что там нет ни подписи, ни Мы в печати. заключении пишем врача фамилию с подписью, с печатью, заверенную. Есть, нет, так, Есть вопрос такой еще, вопрос. уважаемый суд. Нет, Вам справки оригинал поступили или копии? У вас есть номенклатурное, у вас есть номенклатурное дело? Вот сейчас. Вот эти все справки, представим медицинский документ, обратно возвращается орган следствия. Вы по копии медицинской справки имели право проводить экспертизу? Если это заверено следственным органом, В каком виде к вам поступили медицинские документы, объекты экспертизы? в каком виде? Ну в каком? Они в конверте были запечатаны или как они вам представлены были? Не запечатано постановление, медицинскую справку и протокол допроса. Уважаемый суд, я обращаю внимание, когда нас ознакомливали защитников с постановлением о проведении экспертизы, к постановлениям были приобщены копии медицинских документов. Оригиналов мы не видели. Кроме того, согласно пункту 9 правила обращения с объектами судебной экспертизы, утвержденных приказом министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 года, при предоставлении материалов для производства экспертизы органом, назначив экспертизу или уполномоченным представителем, эксперт проверяет соответствие перечня объектов и их количества, указанных в постановлении о назначении экспертизы. И вот замечу, при выявлении несоответствия перечня объектов и их количества, указанных в постановлении, определение о назначении судебной экспертизы, нарушение целостности упаковки, составляется акт осмотра материалов и объектов, и об этом уведомляется орган уголовного преследования, назначивший экспертизу. Ранее, на прошлом судебном заседании, мы выслушали других экспертов, которые пояснили, что по копиям медицинских документов экспертизы не проводятся. В связи с чем Селивихиной в своем заключении без предоставления медицинских документов было отказано в определении вреда здоровью и давности. А здесь сейчас специалист, свидетель говорит, что в соответствии с правилами, то, что следователь предоставил, пунктом правил обращения с объектом судебной экспертизы все разъяснено. хорошо. Так, по легкому вреду вопросов нет. Да, теперь, пожалуйста, свидетель, по Якупову, да, там, помните вам вообще вопрос, который он задавал? Вы привлекли врача без постановления, без ходатайства. Так, и вот выводы сделали без признаков консолидации, репарации, да? Вот пока Да. на два момента ответьте, там вопросы. При производстве данного заключения был включен штатный врач-рентгенолог. Так, если при производстве экспертиз возникает необходимость проведения дополнительных исследований, тогда мы можем направлять данные медицинские документы штатным специалистам. Тут не надо обязательно вынести ходатайство из постановления следователя. Это где-то прописано у вас? Правило, где, что это прописано? Так, в правилах организации производства судебных экспертиз и следственного органа судебных экспертиз, так, утвержденных приказом министра, в пунктах 382 и 394 там указано. Что там написано? Правила организации как? Правила организации и производства судебных экспертиз Приказ министра. и следственного Хорошо, органа приказ судебных министра. Дату. 484 от 484. Да, от 27.04.17 года. Ага. Что там написано? Какой пункт назовите, пожалуйста?
382, 394. Что там, можете огласить, да? Там написано, что штатное естество не надо ходатайства и до постановления следователя о привлечении. Так вас понимать? А? Так понимать, да? Да. Есть этот пункт? Надо же подготовиться, огласить, если есть. Какое есть требование. Так, при проведении экспертиз эксперт использует оригинальные медицинские документы при отсутствии подлинных документов. Не надо Эксперт это, принимает на насчет суд копию штатного. медицинских. Уважаемый суд, можно я оглашу 382 пункт? Я могу предъявить, что это правило? Зачитайте. 382 пункт. При возникновении необходимости обследования лица, в отношении которого производится экспертиза, у врача-специалиста, работающего в другой медицинской организации, уведомляется орган, назначивший эксперту, который обеспечивает проведение данного обследования. Результаты обследования предоставляются эксперту, органам, назначившим экспертизу. При выявлении в процессе проведения экспертизы объекта, которые могут быть признаны вещественными доказательствами, предметами отдельной судебной, медицинской, криминалистической или иной экспертизы, они подлежат описанию в заключении эксперта с последующей их передачей органу, назначившую экспертизу. Ни одного слова. 394. Есть там? Здесь 382, 383, это под вредом. 394-то есть пункт? Да, я читал вот это. 394 сейчас. Это про использование оригиналов. При проведении экспертизы используются оригиналы медицинских Всё, документов. давайте, ладно, это все. Это вот то, что мы говорили, по копиям не имеет права. А То вот есть- это вы как оттуда? Или это ваша практика такая, что если штатный, то не надо ничего носить? Откуда это такое положение? Штатный, ну, например, у нас отдел исследования, лабораторных исследований есть, судебно-гистологический, биологический, химический, например. Вот мы направляем объекты, мы ходатайство не пишем, дополнительных постановлений не требуем. Нет, хорошо, может вы и Также правильно рентгенолог делаете. штатный. Стоп. Может вы и правильно делаете, никто не спорит. Ну, это где-то прописано, что в таких случаях можете без дополнений. Откуда вот эта норма? Кто не говорит, что вы там ошиблись или еще что-то? Или нет такой нормы? Это практика просто сложившаяся. Как вот это понять? В правилах организации указано, там Там не написано, написано. что если со стороны, тогда надо ходатайствовать и писать. Хорошо. Если, значит, не указано, значит, вы посчитали, что штатный не надо. Так понимать? да? Штатный мы ходатайство и постановление не требуем. Так, все, да, в этой части по привлечению? Вы на это ссылаетесь, да? Да, еще вот УПК РК, статья 276 написано, Что там? Наличие комиссионных. пункт 4, подпункт 2, ходатайство перед лицом, ведущим уголовное процессуальное о включении в состав комиссии судебных экспертиз, не работающей в данном организации. Мы ходатайство пишем, которые у нас не работают. А штатным специалистам, а у нас, если только имеются рентгенологи, все эксперты каждый день все отправляют ему медицинские документы для получения Все, заключения. понятно в этой части. Так, теперь по вот это. Второй момент. Не помните, что? Из признаков консультации, репарации, как могли Да, так, после направления медицинских документов штатным специалистом Шаппеку я получил его заключение, где он указал переломы ребер без указания давности образования переломов ребер. Но я по этому поводу именно со специалистом Жакупеком несколько раз по телефону общался, что он подтвердил давности перелома.
Все, вы закончили? Да. Вопрос есть? Есть вопрос. Вы правила организации, сейчас я вам скажу. Правила организации экспертиз знакомы, да, вообще? Да. Ага. В каком виде вам предоставляются результаты исследования специалистам? Вы говорите, сейчас устно позвонил. На тот Несколько. момент, Нет, вы мне когда скажите, я по пункту работал, 31, в каком виде предоставляется заключение специалиста? И что там в нем должно расписываться? на район у нас в неделю один раз ездил сотрудник СС, и он отвозил анализы и привозил также на район все заключения. Вы мне скажите, в каком виде заключение составляется? В устном, в письменном? Заключение в письменном. Так, что в Ну, заключении должно содержаться? Указано так, заключение специалиста так, на представленной рентгенограмму грудной клетки, черепа, КТ-сканах, обзорной грудной клетки от 17.02.22 года, Якупова, 78 года рождения, определяется перелом 6, 9, 10 ребер справа, так, 8, 7 ребер слева без существенных смещений, перелом костей носа без существенных смещений, гема и пневмотораксом не выявлено. Это в письменном порядке с печатью, с подписью Жакупекова. Уважаемый суд, я хочу зачитать пункт 31 правил проведения экспертиз. Результаты исследования излагаются в письменном виде и оформляются в форме заключения специалиста. Заключение специалиста составляется от имени специалиста, удостоверяется печатью органов судебной экспертизы, в нем эксперт подписывает как специалист. Заключение специалиста, это пункт 32, состоит из 3 частей: вводная, исследовательская часть и выводы. Во вводной части излагаются те же сведения, что и заключение эксперта, указанные в пункте 20 настоящих правил. Пунктом 33 в исследовательской части излагается процесс исследования и его результаты, дается обоснованные установленными фактами. Допускается более краткое изложение процесса исследования, в отличие от его изложения в заключении эксперта. В выводах заключения специалиста излагаются ответы на поставленные вопросы. На каждый из поставленных вопросов дается ответ по существу, либо указывается на невозможность его разрешения. Смысловое содержание вывода должно соответствовать поставленным вопросам. Вы вопросы перед специалистом ставили? Ставил. А можете сейчас показать? Сейчас не могу. А где у вас номенклатурное дело по этой экспертизе? Заводилось? ПС, город Кунайна. А какие вы вопросы поставили перед экспертом? Имеются ли переломы, А консолидирующие признаки? и давность образования этих переломов. Давности образования перелома по каким признакам можно определить? По консолидации, А консолидирующие... процесс заживления перелома. Ага. А какие вот здесь вопросы консолидации, вот вы, которые сейчас прочитали в своей экспертизе, в заключении консолидирующих признаков репарации описаны? В заключении описано Сколько фаз заживления переломов по методике и по использованной вами литературе? Вот именно Хохлова, судебная медицина, руководство под издательством Хохлова, которое вы использовали. заживление. Сколько фаз заживления? 3 фазы. А не 5? 3 фазы. Какие можете назвать? Так, давайте вопрос. Уважаемый суд, я обращаю внимание, в экспертизе использовалось методические пособия судебной медицины, руководство под издательством Хохлова. Так? Так, вопрос такой. Консолидирующие признаки не были описаны в заключении этого Жакупекова, да? Без него вы как могли определить срок давности? Все, основной вопрос у нас это. Но он только по телефону подтвердил, и все, только это могу сказать. Как телефон? Но был вопрос задан, имеются ли переломы, давность образования.
когда я получил заключение, там не было указано. Да. Я по телефону его, по-моему, два раза Телефон, звонил, что он дополнил свое заключение? Да, сказал, Чем? да. По телефону сказал, что соответствует дате травмы. Все, его телефонного звонка вам хватило, чтобы вы написали срок давности? Так понимать ваш ответ? Ну, как он штатный специалист, он, да, подтвердил. Что сообщил по телефону? Что вас сподвигло написать вот эти, свое такое заключение? Что сообщил по телефону? Сейчас конкретно не помню. Ну вы же на основании его телефонного разговора, да, Ну, включили? конкретно не помню. Ну да, я с ним разговаривал. Он Что подтвердил сообщил? давности образования перейдем с консолидацией. Этих данных в письменном заключении не было. Не было, нет, не указано. Все тогда, одно и то же, не будем по 10 раз мурыжить. То есть вы выводы сделали о сроке давности на основании телефонного звонка, разговора с Жакупеком. Так Да. понимать? Да. Все. Вопросы есть? Да. Да, пожалуйста, повторяться не надо. Нет, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас, давая пояснение суду, сказали, что далее в экспертизе по медицинским документам вы описываете справки, на основании какого врача указываете фамилию, выставляете диагноз. Почему в ваших заключениях данных по потерпевшим нету сведений, какой врач, какой диагноз поставил? Так, на данный момент я не помню, сейчас нет у меня медицинских документов. Да, в заключениях не указана фамилия врача, подписью или печатью. Когда вы сможете их предоставить суду и участникам процесса? Это очень важно для нас. И эти все медицинские документы забирает орган следствия, назначенный экспертизу. Вы указываете в номенклатурном деле, то есть во внутренних документах, какие документы, копии, либо Да. что-то указывается? Да, в журнале Вы указано. можете выписку эту предоставить суду? С журнала, да, могу. Уважаемый суд, я все-таки прошу, раз у нас эксперт добровольно может истребовать эти документы, что было предоставлено? При проведении какой экспертизы? Перед проведением всех судебно-медицинских экспертиз с участием эксперта Джамбашеева, где указаны медицинские документы, однако за основу брались так называемые справки, которые выписал врач Стадников и Обжанов. Это где легкий вред? Да, 18 Так что экспертиз. там можете предоставить? С журнала какие именно предоставлены были медицинские документы? Есть эти документы? В журнале пишется, да. Это где журнал? У нас в ИС. Кунаева? Канцелярия. Вы же На Куна- Абдулиных 6. Вы сейчас где работаете? Там же, да? Да? Хорошо? Не Кунаева, город Алматы. Я там сегодня. Так, что скажете? Мнение по ходатайству об истребовании? Поддерживаю. Поддерживаю. Сторона представитель Шармовая, ваше мнение. Мы считаем, что это излишне, но это на ваше усмотрение. Прошу, прокурор. В заключении написано, какие документы были представлены. Есть необходимость их вообще вытаскивать сюда? Уважаемый суд, я все-таки повторю свое ходатайство видимо, для прокурора. Эти справки, выемки нету, вещественными доказательствами не признаны, к материалам уголовного дела не приобщены. И поэтому на основании этих так называемых справок проведены экспертизы. Может, мы их увидим след у эксперта. Хорошо. Все часть на месте поставим. Удовлетворение ходатайства отказать. Необходимости нет, то эти все документы, то же самое будет в этом номерном журнале. А то, что вы считаете, что они не приобщены как итог, это уже оценочное понятие. Сейчас
То же самое там будет в этом журнале написано, переписано с этого с заключения экспертизы. Уважаемый суд, разрешите еще вопросы имеются по объектам экспертизы. Потому что в прошлом заседании как раз хотел бы обратить это внимание. Я указывал на несоответствие объектов и постановления о назначении экспертизы. И тем более объекты, сами медицинские документы Якупова, еще раз обращаю, были представлены им самим, и в них есть разногласия. Нам последний эксперт в допросе говорил, что если бы переломы 3 ребер имелись бы, на компьютерной томографии в МРМИДе бы они через год были бы расписаны. А у меня сейчас по объектам именно. У вас вопрос есть? Да. Задавайте. Скажите, у вас есть экспертиза с собой? Номер 31. Нету. Якупова. Якупова есть? Нету, говорит Хунаева. Хорошо. Скажите, какие объекты вам были представлены на исследование? Медицинские документы. Сейчас, одну минуту. На экспертизу были представлены медицинские заключения, CD-диск, снимок КТ, протокол КТ, рентгенологические снимки. А компьютерная томография грудного сегмента кем была выполнена? Вот вы в экспертизе указываете. ТО инвиво ВДП? Вот данные медицинских документов. Какие вам именно? С какой клиники? Протокол компьютерной томографии грудного сегмента ТО инвиво ВДП город Чимкент. А кто вам это компьютерную томографию грудного сегмента ТО инвиво предоставил? Старший следователь Сарсенгалиев АК с Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области. А вот там 155-й лист откройте. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Старший следователь как раз, как вы говорите, Сарсенгалиев. Могли бы зачитать в распоряжении экспертов, какие документы предоставлены? Пункт 3. Распоряжение эксперт предоставит данное постановление 18.05.22 года в 2 экземплярах. Медицинское заключение ТО Алумет в 2 экземплярах. Протокол компьютерной томографии грудной клетки, 3 штуки рентген снимки, компакт-диск с заключением компьютерной томографии Якупова и 2 штуки фотографий Якупова. То есть вам компьютерная томография ТО инвиво ВДП предоставлялась? Протокол компьютерной томографии грудного сегмента. Нет, ТО инвиво. А это же Алуамет вам предоставили. ТО Алуамет, там же наверху написано. ТО Алуамет в 2 экземплярах медицинских заключений предоставлено. Если не соответствуют объекты представлены, что вы делаете? Согласно Мы правилам. принимаем только те документы, которые указаны в постановлении. В постановлении указано компьютерная томография грудного сегмента ТО инвиво ВДП город Чимкент. Да. Вы прочитали, где указано? Протокол компьютерной томографии грудного сегмента. Хорошо, там указано ТО инвиво ВДП. Вот ТО Алаумет указано. Вы еще раз это прочтите, что вам представить. Протокол компьютерной томографии. Нет, все понятно, давайте. Уважаемый суд, согласно правилам... Стоп. Вопрос в другом. Там адвокат пишет, там не уточнен именно кем представлено. Протокол, да, есть. Но протокол-то есть, всё. мы написали, что оно предоставлено. Что... Хорошо. То есть ваше мнение, что там не конкретизировано, кем представлено. Уважаемый суд. Он не должен был принимать, так? Правильно. И кроме того, не то, что он принимать должен был, не должен. Согласно постановлению и согласно правил по объектам судебно-медицинской экспертизы, там четко порядок написан, пункт 9 четко указывает. Все хорошо. Ну, Единственное, я хотел бы обратить внимание... Сказали, поэтому... Нет, уважаемый суд. Стоп, подождите, пожалуйста. Ага. Вы же свое мнение сказали, поэтому как на экзамене не надо идти. Там это есть, запятая есть, того нет.
Вы свое мнение сказали, суд вас услышит. Экзаминировать, наверное, нет Все необходимости. хорошо, еще один вопрос. Пропустил он там что-то или нет. Так, есть Вопрос. вопросы? Костная мозоль, она рассасывается в последующем, когда заживает? То есть вот когда перелом получил, вот стадии репарации проходят, образуется костная мозоль, она со временем рассасывается? Рассасывается, да. В каких случаях? Какое-то отношение имеет дело вообще? Конечно, к этому? имеет. Какое? Потому что Стоп. Вопрос не снят, пожалуйста, надо ответить. Если вопрос был снят, то я отвечать надо. в каких случаях рассасывается? При заживлении полном И костная мозоль исчезает? костная мозоль остается, но она приходит в свой первоначальный вид. Как первоначально? То есть следов переломов не обнаруживается последующих? Следов костной мозоли обнаруживается. На компьютерной томографии вот через год можно увидеть, что на этом месте перелом был ребра, скажем? Костная Можно, мозоль. да, По каким признакам можно увидеть? по костной мозоли. То есть она остается на всю жизнь, эта костная мозоль? Да. Все, нет вопросов, пожалуйста. Так, сторона обвинения есть вопросы? Нет вопросов. Нет вопросов. Все, тогда, пожалуйста. Шынымен де жәбірленушінің жеті қабырғасы емес, екі не үш қабырғасы сынған болса, бұл азаптаудың статусын өзгертеме дегенді құқық қорғаушы Айнаш Орманбаевадан сұрадық. Якуповтың жарақаты осы сарапшының енді сараптама жасау кезіндегі заңдылықтың сақтамауынан, болмаса тіке өзін көрмеуінен деген сықылды себептермен ол жәбірленуші болып саналмай қалу оның қисынға келмейтін шығар. Оның жарақаты қандай деп ойлайсыз? Әрине келмейді. Оның жарақаты шын мәнінде ауыр дәрежедегі жарақат. Оның жарақаты ауыр дей тұрғанмен, енді сіз мысалы өзіңіздің қорғауыңыз адам болғаннан кейін, оның қал жағдай туралы жақсы білетін болуыңыз керек. Оның тура жәңірек дегенде істе жеті қабырғасы сынған деп тұрды. Бірақ осында сотталушы Тұрпанбаевтың адвокаты айту бойынша жеті емес, оның екі не үш қабырғасы сынды деген. Демек, азаптау бойынша жеті қабырғаны сындыру мен екі қабырғаны сындыруда айырмашылық бар ма? Жоқ. Өйткені ол денсаулыққа келтірген зиянға байланысты бағаланады. Ал мысалы басқа жәбірленуші екі қабырғасы сынған, бірақ оның сараптама бойынша денсаулыққа келген зиян дәрежесі ауыр. Яғни ол сынған қабырғалардың санына емес, ал денсаулығына келген зиянына байланысты бағаланады. Ал мына жеті қабырғасы сынып, жарайды ол өкпесін тескен жоқ. Бірақ жеті қабырғасы сынғанда ол өзі допростарда бұрынғы сөзі тергеу барысында айтқаннан ол тіпті жата алмай, тіпті отыра алмаған жағдайда болды. Әзер демалған, яғни ол үшін ол өте анық болған қабырғалары сынғаны. Соңы ол қатты қорққан. Оның бәрін ол түсіндірген. Тергеу барысында да, мысалы, оның сөздерін сотта да бекіту барысында да оның бәрін Якупов айтқан. Яғни оның денсаулығына келген зиян жағынан менің ойымша сараптама қайта жеңілдеу дәреже қойып тұр. Енді сотталушы тараптың адвокаттарының бүгінгі судьяны сұрап жатқан сөзін қадағалауына байланысты, және сарапшыға байланысты айтылған сөздеріне келісесіз бе? Оған қандай негіз бар? Егер судья қандай шешім қабылдауы мүмкін осы туралы? Осы тура Якуповтың дене жарақатына жәбірленушілік статусына байланысты. Әрине біздің ойымызша денсаулығына зиян келген соң, яғни оның денсаулығына зиян келген рас. Сондықтан ондай өтініш қанағаттандырмауы тиіс.